100-метровая гордость республики, прототип средневековой Ингушской башни, правда увеличенная в 4 раза. Башня Согласия стала центром внимания и главной достопримечательностью равнины Ингушетии. Каждый ингушский род в период Средневековья считал делом чести иметь свою боевую башню, святилище, скреп. Ну а Бартагала сегодня имеет общенациональное значение. Возводить башню у Галгаев было принято за 1 год, так и символ национального единения, не нарушая традиции предков, был построен за 365 дней. Идея создания монумента и все средства, вложенные в его строительство, принадлежат меценату Алихану Харсееву. По объему использования расходного материала объект побил все местные рекорды. По подсчетам подрядчиков, здесь использовано около 9000 кубометров бетона и 1500 тонн арматуры. Ширина стен более 50 сантиметров. Высота равна 33-этажному дому. Для декоративного оформления интерьера конструкции турецкие специалисты применили американские технологии имитации природного камня. Правда, название небоскребу определили не сразу. В республике был проведен конкурс, в котором участие приняли жители республики. После, с учетом общественного мнения, было решено самый высокий музей этнографии наименовать Бартагала – башня Согласия. В общем, такое решение стало очередным свидетельством связи времен и поколений, ведь все значимые вопросы ингушей веками принимались с учетом мнения каждого рода. Величественный небоскреб впечатляет красотой не только внешней. Переступившего его порог ожидает удивительная экскурсия в прошлое, в эпоху Средневековья. Боевая, полубоевая, жилая башни под звездным небом. Атмосфера перемещает в город Галгаев. На первом этаже этнографический музей. Здесь максимально постарались воспроизвести жизнь и быт башенного комплекса XVI века. В жилой башне разместились кухня, хлев, женская и гостевая комнаты. Первая из них – нянаца, так называли ингушскую кухню. В принципе, и по сегодняшний день кухня у ингушей ассоциируется с матерью и ее вкусными национальными блюдами. На полках представлена различная утварь XVI века. Керосиновая лампа, ступа, деревянное решето, чугунный утюг, различные сосуды. А посередине круглый стол, за которым собирались мужчины рода. Кухня была как бы местным таким очагом, скажем так. Вот в каждой комнате располагался вот такой очаг, соответственно, цепи. И там внизу горел огонь. Это был такой символ, понимаете, символ очага, символ семейства, скажем так. И этот дым, который там исходил из этого очага, соответственно, он как бы впитывал стены и проходил по всей комнате. Таким образом отапливался весь дом. А здесь нас встречает кузнец в папахе и бурке. Башенный комплекс сложно представить без кузницы, где изготавливалось оружие. Она у ингушей считалась чуть ли не святым местом. Тут можно увидеть кольчугу образца 1238 года. Такие носили представители аланского сообщества. Надежная защита от врагов, боевая башня. Вход в нее начинался со 2-го этажа. Наверху располагались каменные щиты, которые напоминали небольшие балконы. На них во времена Кавказской войны подставляли винтовки. Ну а в средние века башенный комплекс обороняли лучники. С них же проводили обстрел врага. Высоту башни осознаешь, когда начинаешь подниматься вверх. Лифта внутри нет. И до самой конечной точки ведет винтовой пандус с плавным набором высоты. Но преодолевается это расстояние незаметно, ведь параллельно буквально перелистываешь страницы истории народа. Вплоть до самой вершины гостя башни сопровождает картина и галерея. Здесь представлено более 100 картин современных художников. Ингушские герои, исторические события, амазонки, сюжеты из нардского эпоса. Одна из них – работа Хош Ахмеда и Магожева «Магаз. Аланская армия». В древние времена аланское сообщество было создано примерно в X веке. И свое королевство они создали именно в этом городе Магазе, который находится именно современный Магаз. Но он по площади был, конечно же, побольше. Он доходил вплоть до селения Яндари, который всего 15 метров отсюда. Вот в наше время, когда тут проводились экспедиции, были обнаружены водохранилища, которые подпитывался весь этот город.
Там были специально вот такие стены, и вот, вы обратите внимание, эти стены были по такому же методу, как и строение боевых башен. Соответственно, они это строение, технологию тогда, можно сказать, уже знали. Также в башне Согласия предусмотрели зал Совета старейшин, в котором оказываешься, преодолев треть пути. Массивный дугообразный стол вокруг тлеющего очага, высокие кованые стулья и внушительных размеров люстра из цельного дерева. Вы можете обратить внимание на эти шкафчики. Это сделано специально для поставки книг, чтобы там, знаете, образовывать там, детей, там, чтобы проводить разного рода мероприятия и так далее. Вот можно обратить внимание, наверху там стоит у нас проектор, чтобы показывать, там, знаете, когда разного рода документальные фильмы связаны с нашим народом, также мультфильмы иногда появляются разного рода. Дойдя до середины пути, встречается огромная скалистая гора, которая создает впечатление, что действительно находишься в горной Ингушетии. На ее склонах расположились птицы и животные, все представители ингушской фауны, а его вершина упирается в кафе, выполненное полностью из дерева. Сейчас из-за пандемии здесь пусто и тихо, а в обычное время уставшие посетители могли отведать национальные лепешки чапельгаш. И вот вершина башни достигнута. Преодолев 2 километра серпантинообразного пандуса, оказываешься под массивной люстрой в виде солярного знака и в окружении манекена в ингушской национальной одежде. А это дверь к смотровой площадке, переступив которую замирает сердце не сколько от страха высоты, сколько от красоты. Вся столица как на ладони. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид не только на Магаз, но и на республику. Смотровая площадка выполнена полностью из стекла, и витражи, и пол. Ощущение, что ты паришь в воздухе. Но бояться нечего. Плиты на полу выполнены из бронебойного стекла. Каждая из них выдерживает до 800 килограммов. Количество желающих подняться на башню Согласия в летнее время достигает до нескольких сот человек в день. Экскурсию для жителей и туристов проводят ежедневно с 10 до 16 часов. Невероятный макет боевой башни буквально завлекает туристов. Из-за запрета на массовые мероприятия и скопления людей башня Согласия вынужденно закрыла свои двери. Руководство заявляет, как только уменьшатся риски пандемии, они вновь отворят ворота в эпоху Средневековья. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Ислам Кусеев, Новости 24.